А'удзу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Всевышний Аллах в Священном Коране в суре Аль-Маида в аятах 90 и 91 говорит: «О те, которые уверовали! Воистину опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники и гадальные стрелы являются скверной из деяний дьявола. Сторонитесь же ее, быть может, вы преуспеете. Воистину дьявол при помощи опьяняющих напитков и азартных игр хочет посеять между вами вражду и отвратить вас от поминания Аллаха и намаза. Неужели вы не прекратите?» Исходя из приведенного аята Священного Корана, мы видим, употребление спиртного является для верующего мусульманина большим грехом. И тот, кто отрицает запретность употребления спиртного, тот, который говорит, что этого нету, что это не так, что это не харам, то он выходит из религии ислам и становится неверующим, то есть совершает куфр. Тот, кто делает, то есть употребляет, становится грешным, но тот, кто отрицает, становится неверующим. Почему же Всевышний Творец категорически запретил употреблять спиртное? Дело в том, что человек – это высшее творение Всевышнего Аллаха, который наделил его разумом, акл. Именно разум отличает человека от всех других творений Бога. Употребление спиртных напитков лишает человека разума и толкает его на совершение грехов. Иногда слышно, как некоторые говорят, что другие напитки, в зависимости от крепости, в зависимости от... Многие люди, ища оправдание своим слабостям, ложно утверждают, что запрещено лишь употреблять крепкие напитки. А пиво, вино, все это, по их мнению, не является запрещенным. В религии ислам к спиртным напиткам относится все, что опьяняет разум, как бы оно ни называлось. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, говорит: запрещается все, что опьяняет человека. Посланник Аллаха подчеркивает, что следует смотреть не на материалы, из которых производят спиртное, и не на название, а на следствие, то есть на опьянение. Если напиток обладает способностью опьянять, то это уже запрещено, это уже грех. Пророка спросили о напитках из меда, пшеницы и ячменя, которые становятся крепкими напитками. На что пророк отвечал, что все, что опьяняет, запрещено. По исламу все запрещено, все харам. Мусульманин не может употреблять спиртное ни сам и не может позволить делать это другим. Также нельзя садиться за стол, где есть спиртное, даже если человек не употребляет. Нельзя использовать спиртное в качестве лекарства. Как говорится в изречении, вино не лекарство, а недуг. Другими словами, все, что связано с алкоголем, употребление это, или продажа, или изготовление, но не употребление, то в религии это все запрещено. В хадисах пророка говорится: Всевышний Аллах проклял опьяняющие напитки и тех, кто их употребляет и угощает, продает и покупает, и изготавливает и просит изготовить, приносит и просит принести. Все вышеперечисленные
Всевышний Аллах проклинает. Лягнет. Пусть Всевышний сохранит нас от проклятия Всевышнего Творца. В другом изречении говорится, все опьяняющие напитки запрещены. Поистине тех, кто употребляет опьяняющие напитки, великий и могучий Аллах обещал напоить тин аль-хабаль. У пророка спросили, а что это такое? Он ответил, это пот. Пот обитателей ада. То есть мы видим, как в мире вечном в аду будет очень мощное наказание. Употребление опьяняющего напитка и поклонение огню – грехи одинаковой степени, говорил нам посланник Аллаха Мухаммад Мустафа, мир ему и благословение. Также его спросили, как могут быть наравне употребление опьяняющего напитка и поклонение огню. Пророк на что сказал? Человек, поклоняющийся огню, будучи сошедшим с правильного пути, не признает Бога, не признает Аллаха. Человек, выпивший опьяняющий напиток, тоже, будучи пьян, теряет разум и не признает, что существует Создатель. Вот почему они рядом. Также есть изречение, где говорится, что пьяница не войдет в рай. Религия ислам запрещает верующему, му'мину, посещать питейные заведения, находиться в компании пьющих. Ведь Всевышний Аллах назвал таких подобными тем, кто издевается над повелением Аллаха. Об этом говорится в суре Ан-Ниса, аят 140. Аллах уже не низвел вам в Писании, что когда вы слушаете знамения Аллаха, в которые не веруют и над которыми издеваются, то не сидите вместе. Не сидите вместе с ними, пока они не погрузятся в другой рассказ, ведь тогда вы подобны им. И также верующему мусульманину запрещено и дарить спиртные напитки. Дарение вина любому лицу, независимо от его вероисповедания, является запрещенным действием. Как сказал нам пророк Мухаммад Мустафа, алкоголь – мать всякого зла. Поэтому и употреблять, или же если не употреблять, то дарить – это все запрещено. Действительно, сколько зла, преступлений и трагедий происходит по причине употребления спиртного. Убийства, дорожные аварии, кражи, скандалы, потеря здоровья, распад семьи. Много-много по причине употребления спиртного. Поэтому Всевышний Аллах называет хамр, то есть опьяняющие напитки, мерзостью из деяний сатаны. Губительное влияние алкоголя на здоровье человека, на его потомство, доказано научными исследованиями. Уже в 21 веке мы знаем, что стакан спиртных напитков губит в нашем мозгу от 1000 до 2000 клеток. Погибшие умственные клетки не восстанавливаются. Из-за пристрастия к алкоголю рождаются тысячи недоношенных детей. Детей с различными врожденными заболеваниями и отклонениями. У женщин, которые употребляют спиртные напитки, образуется рак груди. За последние годы в нашей стране, в нашей отчизне, смертность от алкоголя среди мужчин увеличилась в 2 раза, а среди женщин в 3. Более половины несчастных случаев на транспорте связано с алкогольным опьянением. Статистика детского алкоголизма в России, как и алкоголизма в целом, растет.
В России 75 тысяч человек ежегодно погибают от спиртных напитков. И около 3 миллионов человек в России вовлечено в тяжелое и болезненное пьянство. Треть всех психических заболеваний связаны с алкоголизмом. И 90% детей рождаются с очень страшными диагнозами именно от пьющих родителей. Почти 100% осужденных за хулиганство совершили проступки в пьяном виде. И очень много уголовных дел совершено под влиянием алкоголя. Также хроническая алкогольная интоксикация убавляет жизнь в среднем на 17 лет. Многие страны и народы борются с употреблением алкоголя. Но только религия ислам успешно решил и решает эту проблему, введя категорический запрет на спиртное. Даже капелька, даже сидеть рядом по религии харам, грех, запрещено. И это освобождает человека, освобождает общество от многих социальных, экономических и психологических проблем. И в завершении хочется привести аят из суры Аль-Бакара, аят 168, где Всевышний Аллах говорит: «О люди, обращаясь к нам, говорит Всевышний Аллах, о люди, ешьте то, что на земле является дозволенным, и ешьте то, что на земле вам халяль, и не следуйте по стопам сатаны, ведь он для вас враг явный». Пусть Всевышний Аллах даст нам здоровья не только физического, но и духовного, и крепкой веры в одного единственного Творца, Создателя и направляющего на истинный путь. Миром и благословением.